Как известно, культура – важнейшая составляющая истории ингушского народа, которая способствует формированию высокого уровня духовности общества, социальной стабильности, сохранению традиций и обычаев, обеспечивающих надежную связь между поколениями. Народному творчеству отведена важная роль в осуществлении государственной культурной политики по эстетическому, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию граждан, укреплению гражданского и межнационального мира и согласия. В своем выступлении президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин неоднократно подчеркивал, что именно культура является фундаментом российской государственности, основой ее патриотизма, ее высоких идеалов и сверхзадач. Республиканский дом народного творчества создан на основании постановления Совета министров Ингушской республики от 5 мая 1994 года номер 76 в целях сохранения, возрождения традиций и обычаев ингушского народа, дальнейшего развития народного творчества, также оказания методической и практической помощи в деятельности культурно-досуговых учреждений республики. Первыми руководителями Дома народного творчества были заслуженный работник культуры ЧССР, заслуженный работник культуры Республики Ингушетия, ветеран труда Абуязид Идаевич Мислауров, который занимал должности заведующий отделом культуры Назрановского района и директора Чеченского государственного театра кукол. Внес свой весомый вклад в сохранение, развитие и популяризации театрального искусства и культурно-просветительской деятельности. Проработал в сфере культуры и искусства около 40 лет. Вскоре Дом народного творчества возглавил заслуженный работник культуры Республики Ингушетия Муса Ахметович Аушев. Знаток старославянского языка, много работал и сегодня продолжает работать с историческими документами. Встречается со старожилами, отыскивает старые открытки, книги, снимки, которые бережно хранятся в его домашнем архиве. Ныне Республиканский дом народного творчества возглавляет заслуженный деятель искусств Республики Ингушетия Беслан Багаудинович Газдиев. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие друзья. Я бы в этот знаменательный день для всех нас, я бы хотел бы поздравить всех работников Дома народного творчества и досуговой деятельности нашей республики с сегодняшним праздником, сегодня с 25-летием Республиканского Дома народного творчества. Конечно же, безусловно, за 25 лет существования Дома народного творчества проделана, конечно, колоссальная работа, проделана определенная работа. Главная цель Дома народного творчества – это сбор фольклорного материала, песенного, музыкального, разговорного жанра, хореографического жанра. Ну и, конечно же, это выявление нашего фольклора. Это прежде всего распространение, сохранение лучших традиций и обычаев ингушского народа. Ну и, конечно же, мероприятия, направленные на воспитание подрастающего поколения, на воспитание в духе любви к своим традициям, к своим обычаям. Ну и, конечно же, надо заметить тот факт, что сегодня Дом народного творчества, да и только сегодня, и на протяжении многих лет, Дом народного творчества работает в тесном тандеме с нашими домами культуры, культурно-досуговыми учреждениями. Тандем заключается в том, что проводятся совместные мероприятия, составляются совместные планы, месячные, годовые, полугодовые, отчеты о проделанной работе. Ну и многое, конечно же, другое. Активное участие принимает в наших фестивалях, которые мы проводим ежегодно. Уже стала традиция проводить фестивали, такие как имени Раисы Юлоевой, музыкальный фестиваль, хореографический фестиваль «Танец язык мира», «Славься, Отечество мое», ну и «Дружбе с народами» и так далее, и так далее. Конечно же, я хотел бы поблагодарить сегодня тех людей, которые стояли у истоков установления
Республиканского дома народного творчества. Я бы хотел бы назвать некоторые имена этих людей. Это были заслуженные люди, это были люди, которые в действительности полностью отдавали себя своей работе, своей деятельности. Далгеш доктор, это Абуизит Меслауров, первый директор Республиканского дома народного творчества. Я с большим уважением отношусь к памяти этого человека. Тем более он был не только моим коллегой, он был моим очень большим другом. Я также хочу выразить слова благодарности и Мусе Ахмедовичу Авшеву, который был вторым директором Дома народного творчества, который очень много сделал для развития Дома народного творчества, для развития национального фольклора, ну и, конечно же, всей досуговой деятельности нашей республики. Это и другие многие, которые работали в Доме народного творчества. Сегодня одним из важных составляющих работы Республиканского дома народного творчества является проведение республиканских учебно-практических семинаров для руководителей клубных учреждений, посвященных знаменательным и историческим датам и событиям, семинары, на которых определяются задачи последующего периода работы клубных учреждений. Разрабатывается сценарный план и методические рекомендации по проведению тех или иных массовых мероприятий. Подводятся итоги работы за прошедший период работы клубных учреждений. Так ежегодно проводится Республиканский фестиваль народного творчества «Славься, Отечество мое», посвященного Дню единения Ингушетии и России. Республиканский фестиваль самодеятельных детско-юношеских хореографических коллективов, танцевальных дуэтов и сольных исполнителей «Танец. Язык мира» в рамках празднования Международного дня танца. Республиканский фестиваль-конкурс исполнителей на национальных инструментах имени заслуженной артистки России Раисы Ахметовны Евлоевой в рамках Международного дня музыки. Республиканский фестиваль национальных культур в дружбе с народами в рамках празднования Дня народного единства. Широка география командировочной деятельности сотрудников Дома народного творчества. Так, например, в 2018 году с 13 по 15 сентября исполняющим обязанности директора и художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Беслан Газдиев и Асет Абдурзакова приняли участие в межрегиональном этнофоруме культуры молодежи. Республика Дагестан, город Махачкала. Форум проводился при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Государственного российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова, Министерства культуры Республики Дагестан, Республиканского дома народного творчества Республики Дагестан. Методист Дома народного творчества Марем Катиева приняла участие в ежегодном культурном форуме национальных меньшинств, прошедшем в городе Майкоп, Республика Адыгея, с 18 по 19 октября 2018 года. 23 октября 2018 года художественный руководитель Асет Абдурзакова и мастер Республиканского дома народного творчества Юсуп Цуров приняли участие в межрегиональном фестивале народного творчества народов СКФО и ЮФО «Россия, Родина моя», прошедшем в городе Грозный, Чеченская Республика. Асет Магомедовна приняла участие в работе круглого стола на тему «Народные традиции. Преемственность поколений», проведенном в рамках данного фестиваля. А Юсуп Цуров принял участие в выставке ярмарки изделий мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства Чеченской Республики и регионов-участников. По приглашению Государственного российского дома народного творчества имени Василия Дмитриевича Поленова художественный руководитель Республиканского дома народного творчества Асет Абдурзакова приняла участие в заключительных мероприятиях по итогам Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия. Этнический комфорт» и Всероссийского конкурса «Фототворчество. Сила традиций. Народы Российской Федерации». Также она приняла участие в церемонии награждения лауреатов премии правительства Российской Федерации «Душа России»
и гала-концерте, где поддержала художественного руководителя детского хореографического ансамбля «Таргим» Дома культуры города Карабулак Адама Бекова и артистов ансамбля. Вместе с тем, в целях духовно-нравственного, эстетического и гражданско-патриотического воспитания курсантов Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева Дом народного творчества активно сотрудничает с руководством данного учебного заведения. Стало доброй традицией участие воспитанников Горского кадетского корпуса имени Абдуллы Цароева и учащихся Республиканского центра дистанционного обучения детей с ограниченными возможностями в культурно-массовых мероприятиях, организуемых Республиканским домом народного творчества и домами культуры Республики Ингушетия. На постоянной основе Домом народного творчества проводятся концерты для военнослужащих и членов семей военнослужащих Погрануправления ФСБ Российской Федерации по Республике Ингушетия. Особо хотим отметить работу по организации благотворительных акций и благотворительных концертов для детей Республиканского реабилитационного центра и малообеспеченных семей. Мы непременно сегодня должны сказать о том, что благодаря федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий» на 2014-2017 годы и на период до 2020 года за последние 2-3 года значительно выросло число открытых новых культурно-досуговых учреждений. На сегодня функционирует 28 культурно-досуговых учреждений. В 2020-2021 годах планируется ввести в строй новые культурно-досуговые учреждения. Так, в рамках 25-летия образования Республики Ингушетия состоялось торжественное открытие культурно-досуговых учреждений Домов культуры. Сельское поселение Галашки, директор Мадина Багауддиновна Балаева. Сельское поселение Кантышева, директор Ваха Яндиев. Дом культуры в сельском поселении Сагопши, художественный руководитель Лейла Ибрагимовна Коригова. В 2018 году были открыты Дома культуры. Сельское поселение Новый Редант, художественный руководитель Марета Алиевна Ханиева. Сельское поселение Зязиков-Юрт, художественный руководитель Ксения Мавлиевна Чанеева. Сельское поселение Барсуки, директор Тамара Истоева. Сельское поселение Гази-Юрт, директор Любовь Шанхоева. Сельское поселение Али-Юрт, директор Мадина Ганижева. Сельское поселение Далаково, директор Зина Манкиева. Сельское поселение Сурхахи, директор Ильяс Султанович Дакиев. Дом культуры в сельском поселении Яндаре, директор Фатима Салмановна Бакаева. Дом культуры в сельском поселении Мужичи, директор Мурат Ахметович Харсиев. Дом культуры в сельском поселении Инарки, художественный руководитель Ваха Катиев. В 2019 году были открыты Дома культуры. Дом культуры в сельском поселении Верхние Очелуки, художественный руководитель Иса Кузьгов. Дом культуры в сельском поселении Аршты, Джалила Мафтыевна Дзейтова. Сельское поселение Алкун, Мадина Исрапиловна Горбакова. Сегодня, отдавая дань уважения к прошлому, мы возрождаем, сохраняем и пропагандируем традиции и обычаи наших прадедов и отцов, которыми восхищались выдающиеся исследователи, этнографы, историки, поэты, писатели, художники, композиторы. Мы должны сохранить свою богатейшую историю, самобытную культуру, традиции и обычаи, которые складывались на протяжении веков подлинно народные, одухотворенные высокими гуманистическими идеалами. Народ жив, пока живут традиции и обычаи, пока звучат мелодии, песни, пока живет его этика, его мораль. Именно они способствуют эстетическому, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Уважаемые коллеги, позвольте искренне поздравить вас с 25-летием со дня основания Республиканского дома народного творчества. Сохранение, развитие народного творчества, а также сохранение и приумножение культурного наследия ингушского народа является приоритетным направлением деятельности Республиканского дома народного творчества и домов культуры.
которым отведена особая роль в развитии и популяризации культурно-массовой работы и непременно в организации досуга населения. Благодаря нашему творческому содружеству сохраняются и пропагандируются традиции и обычаи ингушского народа, в основе которых лежат глубочайшие духовно-нравственные, этические, эстетические и гражданско-патриотические ценности. Вместе с вами, уважаемые коллеги, мы проводим республиканские семинары практикумы, республиканские фестивали и конкурсы, а также культурно-массовые мероприятия, которые остаются надолго в сердцах нашего юного поколения и непременно в сердцах наших уважаемых зрителей. В этот час празднества мы непременно должны вспомнить о тех, кто стоял у истоков создания Республиканского дома народного творчества и кто внес свой неоценимый вклад в становление, развитие культурно-массовой работы и сохранение народной культуры. И сегодня непременно вспомним о заслуженных работниках культуры Республики Ингушетия Мислаурове Абуизите Дадаевиче и Аушеве Мусе Ахмедовиче. Вместе с тем я хочу сказать в этот час празднества самые добрые слова в ваш адрес, уважаемые коллеги. Я желаю вам доброго здравия, творческого вдохновения, вот такого внутреннего озарения, успехов во всех ваших начинаниях, будь то малых, будь то больших. Спасибо вам за любовь к прекрасному и стремление привить любовь к прекрасному в сердцах подрастающего поколения. Примите искренние слова благодарности за труд, который и тяжек, и сложен, и вместе с тем очень необходим сегодня. Наш труд, в основе которого прекрасное, возвышенное, благородное. И раздолжберкать Вахар Холчу, Дагатмалатор Кошиш Холчу. Мы говорим с праздником вас, дорогие друзья. Да, это Бог принесли. Добрый день, дорогие друзья, уважаемые гости, уважаемые коллеги. Мы искренне приветствуем вас в этот час празднества, который посвящается 25-летию со дня создания Республиканского дома народного творчества. Непременно данное событие, торжество, является важным событием в культурной жизни нашей республики. Мы благодарим вас, дорогие друзья, за то, что вы сегодня вместе с нами разделяете радость торжества. И непременно говорим вам спасибо за участие в этом потрясающем юбилейном мероприятии в честь 25-летия со дня основания Дома народного творчества. 25 лет – это, в общем, немного, 1/4 века. И пусть нелегок путь, и где-то каменист, но, подводя итог прошедших буден, мы словно начинаем новый лист, как новый день, который завтра будет. С праздником нас всех, дорогие друзья! Дорогие друзья, и как бы то сегодня ни было, и все-таки нас окрыляет радость, радуются сердца, что нас объединил прекрасный праздник, объединила наша профессия,
в основе которой незыблемые ценности, прекрасное, возвышенное и благородное. Позвольте пригласить на сцену исполняющего обязанности директора Республиканского Дома народного творчества, заслуженного деятеля искусств Республики Ингушетия Беслана Багаудиновича Газдиева. Пожалуйста. Масане Деди Халчин, салам алейкум. Дело в том, что сегодня, как сказала ведущая Асият, знаменательный день событий жизни культурно-досковых учреждений и особенности Республиканского Дома народного творчества. Ну, вы, Саш, я о работе говорить в принципе не буду, вы все вкратце видели все это на ролике, но я бы хотел сказать дополнение коротко. Для культурно-досковых учреждений последние 2-3 года явились прорывными годами. То есть я могу констатировать тот факт, что за многие-многие года не было построено ни одного дома культуры, культурно-доскового учреждения. Но в силу это, конечно, каких-то объективных причин. Это виднее руководству. Почему? Потому что бывают вещи первоочередные, первостепенные, бывают второстепенные вещи. Первостепенное – это образование, медицина. Ну и, конечно же, за последние 3 года было построено более 18 домов культуры. И это явилось очень большим подспорьем для наших муниципальных образований, для наших сел, городов и районов. И надо заметить тот факт, что сразу же, как только открывались эти дома культуры, назначенцы, руководители вместе с работниками включались в процесс работы, организовывались различного рода кружки, клубы по интересам, участвовали во всех культурно-политических, культурных мероприятиях республики, невзирая на то, что у них свой собственный план на месяц, квартал там или еще что-то. Поэтому я бы хотел выразить слова благодарности этим людям, которые сегодня проводят свои мероприятия, которые сегодня проводят мероприятия на самую актуальную тематику в наше время. Это и противодействие, скажем так, терроризму, это и профилактика наркомании, это и мероприятия, направленные по подрастающему поколению, по воспитанию подрастающего поколения в патриотическом смысле этого слова, ну и другие мероприятия. Я бы хотел выразить слова благодарности всем тем, кто сюда сегодня пришел поздравить нас с таким юбилеем. Баркал Халчан, Дел Ряс Халчан, Мяшли лучше без дел. И меня сегодня особо, я в ролике отметил это, и Абуиздита Идаевича, Далгеш Долцах, и Мусу Ахмедовича, но мне сейчас, Муса Ахмедович немного задержался, мне очень приятно видеть Мусу Ахмедовича сегодня в добром здравии, и что он пришел сегодня на наш праздник. Баркулха Муса Дел Ряс Халчан. Ну, я думаю, дорогие друзья, уважаемые коллеги, будет правомерно, если мы предоставим слово ветерану труда, заслуженному работнику культуры Республики Ингушетия, одному из первых руководителей Республиканского дома народного творчества Мусе Ахмедовичу Аушеву. Ваши аплодисменты. В Кантышево сдается дом культуры. Я не знаю для кого, но для меня это большое и радостное событие. Вот когда в 1976 году был всесоюзный смотр художественной самодеятельности, и наши ребята, коллектив АСА, занял 1 место с получением большой золотой медали. В это время коллектив девочек, 6 девочек мы набрали со всей республики, из неблагополучных семей, из этих детей готовили ансамбль и заняли такое место.
А я это говорю как? Было трудно набирать участников художественной самодеятельности для занятия культурно-массовой работой, для развития самодеятельности в этих. И вот в таких условиях складывалось вот это начало. Ну как бы то ни было, сейчас, в настоящее время, Дом культуры работает полнокровной жизнью, возглавляет методику культурно-массовой работы, развития художественной союза всей республики. И тоже в настоящее время каждый клуб может дать профессиональный концерт на уровне профессиональных коллективов. Вот это радует. Радует то, что строят вот такие дома культуры и передают их для пользования, для развития художественной самодеятельности, для развития культуры. Большое спасибо тому, кто возился с этим строительством, открытием и так далее. Так. Хочется пожелать и Дому народного творчества, и Дома культуры этого, и всем культработникам нашей республики больших успехов в будущем по развитию художественной самодеятельности нашей культурной жизни. Большое спасибо. Спасибо за то, что пригласили меня. Мы желаем вам, Михаил Медведевич, непременного доброго здравия. Спасибо вам за труд и за то, что вы нас чему-то учили. Дорогие друзья, уважаемые гости, слово для приветствия предоставляется заместителю главы администрации Назрановского района Эсет Арцхоевны Хаутиевой. Пожалуйста. Дадик Халчин Массини, да, Алберките, Болбей, Болх. Я несколько слов, мне немножко тяжело говорить, не приболела, но я все равно скажу. Я очень рада, что сегодняшнее мероприятие проходит именно в Назрановском районе. Это один из самых развитых культурных районов, мне так кажется, не в обиду будет другим это сказано, потому что другим районам, городам, я помню те времена, когда культура зарождалась в Назрановском районе, и считалось, что вот те коллективы, которые выступали, и объединение было Чечено-Ингушской республики, одними из основных коллективов, которые выезжали и в Чечню, и в другие регионы выезжали, и даже за границу выезжали, это были назрановские коллективы. Я помню времена, когда создавалась культура в районе, в республике, при Объединенной Республике, как трудно и сложно было добиваться чего-то, но все-таки люди, которые стояли у истоков развития этой культуры, это именно в те времена, в 70-е, в 60-е годы, они добились своего, и эта культура сегодня получила то, что получила именно наша республика. Это те люди, которые сегодня работают в культуре, это те люди, которые имеют заслуги перед Отечеством нашим, имеют огромные заслуги. И мне вдвойне приятно говорить вот сегодня именно о культуре, потому что хоть какую-то лепту внес и мой брат тоже. Он являлся руководителем отдела культуры Назрановского района и представлял тоже какие-то интересы Назрановского района. Именно в его период выезжали наши коллективы. Это коллектив АССА, где Беслан Багаудинович тоже участвовал в этом коллективе. Когда стоя аплодировали именно коллективу АССА, руководителем которого являлся Гапархоев Магомед, стоя аплодировали этому коллективу в Кремлевском дворце. Вот я считаю, что развитие культуры начинается оттуда. Я не буду зачитывать поздравительный адрес, это поздравительный адрес главы района Муталиева Мусы Исаевича. Мы искренне поздравляем всех работников культуры. Я считаю, что одним из основных моментов развития всего народа это является развитие культуры. Потому что без развития культуры, без наличия работников культуры, которые носят в лепту и воспитывают
подрастающую молодежь, дают им нравственное воспитание, патриотическое воспитание, это именно являются работники культуры. Независимо от того, какую должность они занимают, независимо от того, чем они занимаются. Это те люди, которые начинают именно с рабочего сцены. Мы знаем, что сегодня, если бы рабочей сцены не сработал бы вот той красоты, которую мы видели, той красоты, которую мы слышали, ее бы не было. Огромное всем спасибо за то, что они есть, за то, что они делают. И я желаю вам, чтобы было взаимопонимание народа и работников культуры. Я желаю вам, я знаю, как сложно. У нас в каждом сельском поселении сейчас был один районный дом культуры, когда я начинала работать в администрации района. То есть районный дом культуры Назрановского района, это в селе Икажево. Вы его все хорошо знаете, очень много мероприятий республиканских проходят на базе этого дома культуры, и не только на базе этого дома культуры. Но сегодня у нас в каждом населенном пункте находятся прекрасные здания, прекрасные работники дома культуры. Огромное спасибо тем, кто над этим работал, потому что развитие культуры, работа независимо от возраста этих людей, которые проживают в сельских поселениях, у нас есть дети, которые ходят заниматься туда, у нас есть взрослое население, которые проводят кружковую работу и обучают именно национальным традициям и внедряют эти национальные традиции в развитие нашего народа. Им всем огромное спасибо. Вам всем желаю, чтобы было взаимопонимание. Я желаю, чтобы дети, которые к вам шли, понимали, для чего они это делают. И делают, что они это делают именно для развития ингушского народа. Чтобы возродить традиции, обычаи ингушского народа. Всем большое спасибо. Дал эхту болбей дикчхаманке. Воздяк масваг могж мярши волжвахал. Шин дизел дал дел долчу дорогиже. Беркети вахар халбей камана масне. Я ряс халшат. Ну и у нас небольшой подарок. Беслан Багаудинович, именно от района, от работников культуры Назрановского района, от всех домов культуры мы решили преподнести небольшой подарок. Тимур. Я думаю, символ этого орла – это символ нашего народа и еще символ танца, мне кажется, потому что поднятые крылья этого танца – это танец ингушский. Дал я ту халбей масне. Асет артхойна барха халчан дел ряс хал дал сах долчун вез дел. Сах халчун. Баркал. Ну что ж, мои дорогие друзья, позвольте предоставить слово директору архивной службы Республики Ингушетия Картоеву Мусе Исаевичу. Пожалуйста. Дадик Халшин, ассаламу алейкум. Ваша Петр Далберка Тедолдвей. Уважаемый Багаудин Бесланович, вы меня перепутали, я поэтому вас перепутал. Беслан Багаудинович, уважаемые работники Республиканского дома народного творчества, все ветераны, все работники домов культуры, позвольте вас поздравить с этим вашим замечательным юбилеем, 25-летием со дня образования вашего Республиканского дома народного творчества. Трудно не заметить, что вы занимаетесь исключительно важным делом. Вы не только сохраняете нашу национальную культуру, но и, безусловно, воспитываете наше подрастающее поколение, население наше в целом, в духе уважения к своей исторической памяти, к своей культуре, через возрождение наших и сохранение наших национальных обычаев, наших традиций, все то, что, собственно, составляет этнический облик, национальный облик нашего народа. Поэтому вы занимаетесь действительно очень важным, нужным, полезным делом. Далши беркати бобшин бог. Даху е бог ханстахан уажбеч беслихун. Даху далши эхту бахапшин. И пусть вот Беслан Багаудинович отметил, что последние годы наметилась такая хорошая тенденция, прорыв, укрепление материально-технической базы.
Я вам желаю, чтобы и этот путь, вот эта тенденция, она была продолжена. И чтобы ваш труд, самое главное, он достойно оплачивался, чтобы о вашем труде, о вашей работе знали, ценили. Вот. Další izdevības berkati, bobšana bol, další ehto bokopšana dahu, и бохош даху. Барков, Мама, да, вот лес. Баркал. Здесь, опять же, не буду зачитывать наш поздравительный адрес. Знакомьтесь, да, и наш скромный подарок тоже. Но мы дружно поаплодируем, мои дорогие друзья. Вы знаете, дело в том, что, Магомед, не уходи, послушай, что я скажу. Дело в том, что мы сейчас в глубоком разочаровании. Почему? Потому что до нас дошли вот такая информация, что у нас же Министерство культуры и архивного отдела, вот сейчас нас как будто бы вот эту руку отрывает от нас, вот архив, говорят, отделяет, и нам это очень даже не нравится. Но, во всяком случае, даже как бы нас не разделяли бы Министерство культуры и архивного дела, в любом случае, я думаю, мы будем в тесном, как говорится, содружестве, дружить, ходить друг к другу в гости и, конечно, не забывать друг друга. Баркал Мамад. Баркал. Конечно, мы никуда не уходим, мы всегда будем вместе, рядом, будем помогать друг другу. Спасибо. Баркал. Дорогие друзья, в этот праздничный час мы говорим слова искренней благодарности и признательности в адрес тех, кто всецело посвятил себя культурно-просветительской деятельности, кто внес неоценимый вклад в сохранение, развитие и популяризацию вокального, хореографического и театрального искусства ингушского народа, кто также немало приложил своего таланта, профессиональных знаний к приобщению подрастающего поколению к занятию самодеятельным художественным творчеством. Ваши аплодисменты ветеранам культуры и искусства, заслуженным работникам культуры Республики Ингушетия Мусе Ахмедовичу Аушеву, Айшат Алиевне Матеевой, директору Сунжинского РДК, Тамаре Умаровне Цицкиевой, директору Дома культуры сельского поселения Джайрах, Зине Магомедгереевне Боковой, Дом культуры сельского поселения Алхасты, Захират Закриевне Аушевой, художественному руководителю Дома культуры сельского поселения Нестеровской, Зине Асламбековне Илиевой, концертмейстеру Карабулакского городского дома культуры, Камбулату Бессултановичу Аушеву, директору Карабулакского дома культуры, Мадине Цинцаевне Башсахаровой, художественному руководителю вокальной группы Ломен Оз культурно-досугового центра город Малгобек, Магомеду Мадгиревичу Газдиеву, директору культурно-досугового центра город Малгобек, Милане Весенгиреевне Ахциевой, художественному руководителю культурно-досугового центра города Малгобек, Тамаре Гапуровне Галаевой, солистке-вокалистке культурного досугового центра Малгобек, Говядиновой Светлане Николаевне, художественному руководителю Дома культуры сельского поселения Нестеровская. Мы говорим спасибо, и ваши аплодисменты в адрес старейшего работника культурно-просветительской деятельности Лоли Бетирсултановне Есиевой, Дом культуры сельского поселения Инарки. Преемственность старшего поколения продолжили наши коллеги, кто сегодня продолжает верой и правдой служить своей профессии, свято несет прекрасное, возвышенное, благородное в массы. Это Таус Алиевна Бантаева, Сунжинский районный дом культуры, Соня Даудовна Мережкова, Дом культуры сельского поселения Троицкое, Билал Магомедович Алироев, Дом культуры сельского поселения Псидах, Зура Калимулаевна Исаева, Дом культуры сельского поселения Киюрт, Бахо Изулпа Раджаповый, Дом культуры сельского поселения Киюрт, Фатима Магомедовна Тавсултанова, Дом культуры сельского поселения Сагапши, Мария Халитовна Горчханова, филиал Дома культуры сельского поселения Плиева, Тамила Вахаевна Плиева, Дом культуры сельского поселения Плиева, Тимур Юнусович Дзейтов, Назрановский районный дом культуры, Заурбек Алудинович Дахкильков, культурно-досуговый центр город Малгобек, Иса Аносович Юсупов, Дом культуры сельского поселения Акиюрт, Юсуп Ахмедович Евлоев, Дом культуры сельского поселения Нестеровская, Залифа Башировна Черкиева, Дом культуры сельского поселения Алхасты, Вано Аникоевич Аветисов, Дом культуры сельского поселения, культурно-досуговый центр город Малгобек. Ну, и особые слова признательности, благодарности, с пожеланиями быть более настойчивыми, одержимыми, и чтобы в ваших сердцах горел огонь любви к своей профессии, мы адресуем всем молодым руководителям культурно-досуговых учреждений нашей республики.
Мы говорим вам, дорогие друзья, в этот час празднества и повсеместно. Будьте счастливы. И мы от души еще раз поздравляем вас с этим знаменательным событием. Ну что ж, сегодня праздник, и мы безмерно счастливы, что сегодня принимают участие наши старшие коллеги, которые имеют звание, именитые, любимые публикой, и они нас также уважили вниманием. Разрешите пригласить на сцену наших верных друзей, кто всегда принимает участие во всех наших мероприятиях. Встречайте! С праздничным поздравлением вас приветствует заслуженная артистка Республики Ингушетия, солистка Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева Роза Ахциева. Ваши аплодисменты! Дади Калчин Васняр. А с даггардя алдучо цейца, могаш халчо, мяш халчо. Да, нет злоупшен. Ханзму шейбух даху. Ваши аплодисменты Розе Ахциевой. Мои дорогие друзья, сегодня мы непременно в этот потрясающий час празднества
должны вспомнить тех и уважить своим вниманием коллег, которым обязаны все. Ведь они дарили нам свой талант, учили нас, оберегали нас и верили, что мы последуем их поступью. Ведь именно они внесли, я повторяю, свой неоценимый божественный дар в сохранении театрального, вокального, хореографического искусства. Сколько своих знаний они передали своим ученикам, которые сегодня продолжили их святое дело. Ведь они себя посвятили культурно-просветительской деятельности и оставили о себе красивую память. Сегодня мы воздаем должное своим коллегам, заслуженному работнику культуры члена Ингушской ССР, заслуженному работнику культуры Республики Ингушетия Мислаурову Абузиту Идаевичу, одному из первых директоров Дома народного творчества, заслуженному работнику культуры Республики Ингушетия Картоеву Алауде Сельмурзаевичу, бывшему художественному руководителю религиозно-духовной группы «Назм», заслуженному работнику культуры Республики Ингушетия, лауреату премии Министерства культуры Дошулик, Костоевой Евлоевой Марья Магомедовне, бывшему художественному руководителю культурно-досугового центра города Малгобек, Зое Саварбековны Миржоевой, хормейстеру Дома культуры Инарки. Прошлое – это то душевное тепло, которое остается в наших сердцах на долгие-долгие десятилетия, в сердцах родных, близких, коллег, учеников и передается из поколения в поколение. Но сколько б ни прошло, не промчалось лет, нам хочется порою оглянуться на то, что унеслось, но смотрит вслед, к чему душою хочется вернуться. Долги, что ли? И заботки, долги я полёлю. А сейчас, дорогие друзья, это праздник. А в праздник мы радуемся, и немного сгрустнем. Это жизнь наша повседневная. И дай-то Бог, чтобы в нашей жизни почаще было радость, яркое солнце, голубое небо, взаимопонимание и любовь друг к другу. А сейчас, дорогие друзья, встречайте, с праздничным поздравлением вас приветствуют лауреаты 2-го межрегионального фестиваля культуры и искусства «Северный Кавказ. Синтез мира, синтез искусства», квартет Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева с песней «Лорса Лида». Церлячи кама ала суга, хена черлукала кайкама ала суга, бахашер асавухама ала суга, иоги ебиюла валор салида, бахашер асавухама ала суга, иоги ебиюла валор салида. Колхозы замотая нивина, сынцевой бохом ждала ждервейна, колхозы бешем штука ждервейна. Йоги ебиюла валор салида, колхоза бешем штука щервейна, йоги ебиюла валор салида. Кислиха зама даяни вейна, урдутила зама даяни вейна, кислуза зама хаяни вейна, йоги
يدي يولبالور سالينا كسدوز زام حياني بينا يدي يولبالور سالينا Дуда хитотал мусор всех вдуна نسيان بوتسمو صدق ودونا كومل كجاج الحب والجبهن يدي يولبالور سالينا كومل كجاج الحب والجبهن يدي يولبالور سالينا الآخر دات هون بالور سالينا والخير دات هون بالور سالينا سيسل القابر يسسونا يدي يولبالور سالينا سيسل القابر يسسونا يدي يولبالور سالينا كجاج الحب والجبهن يدي يولبالور سالينا سيسل القابر يسسونا يدي يولبالور سالينا كومل كجاج الحب والجبهن يدي يولبالور سالينا سيسل القابر يسسونا يدي يولبالور سالينا. Повеселей, мои дорогие друзья, ведь сегодня наш праздник, и нас поздравляют наши старшие коллеги. А сейчас, дорогие друзья, позвольте пригласить на сцену Хамхоеву Азу, художественного руководителя Карабулакского городского дома культуры. Приветственный адрес от руководителя администрации города Карабулак. Пожалуйста. Диди Халчан Масани. Уважаемый Беслан Багаудинович, руководители администрации города Карабулак искренне поздравляют вас и в вашем лице коллектив с 25-летием со дня создания Республиканского дома народного творчества. Просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и красоту, приумножает культурное наследие ингушского народа. Как известно, традиционная культура – важнейшая составляющая духовного и культурного пространства любого народа, основа формирования национального самосознания. И все, что мы сегодня называем моральными принципами, национальными идеалами, нравственными устоями, формируется у человека именно через освоение традиционной народной культуры. Сохранение народной культуры во всем ее многообразии, во всей ее исторической достоверности – задача, которую старается решать коллектив Дома народного творчества. Желаем вам благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемого вдохновения, творческой энергии, морального удовлетворения от полученных результатов. Пусть ваш труд достойно будет вознагражден, а заслуги не останутся незамеченными. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, творческого поиска и новых достижений, мирного неба и всеобщего согласия. С уважением, глава администрации города Карабулак Ахмед Исаевич Бетиев. Уважаемая Асет Магомедовна, руководители администрации города Карабулак искренне поздравляют вас с 25-летием со дня создания Республиканского дома народного творчества. На протяжении многих лет вся ваша творческая деятельность направлена на сохранение, развитие и популяризацию народного творчества, приобщение подрастающего поколения к традиционной культуре ингушского народа. Спасибо за уроки творчества, за ваше наставничество и понимание. Все мероприятия, проводимые с вашим участием для подрастающего поколения, способствуют эстетическому, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию. Благодарю вас за высокий профессионализм
неиссякаемое терпение, истинную преданность профессии и искреннюю любовь к детям. Желаю вам здоровья, творческого поиска, достижения высоких целей и общественного признания. С уважением, глава администрации города Карабулак Ахмед Исаевич Битиев. Тагын вайндал дейта ямахижус хозди массадовые бахри халд дал ирыз эрту беркат болча могут мяш ваху масварик адик хилшин. Дорогие друзья, 2019 год – год театра. И вот с этим потрясающим юбилеем нас сегодня прибыли поздравить кумиры театрального искусства, наши любимцы, творческий коллектив театра-студии «Берт». Ваши аплодисменты. Художественный руководитель, народный артист республики Муртаз Азиев. Антон Павлович Чехов. Дипломат. Ипали хатфеде дрови. Сесик даяных марк дацхайт чхосмичен. Цан бяга бити дук езерцен змискик. Дук каюацаш цинцахчевен. Qantir yağsun az veldiyat sastol peydin duatço yağış. Velxış, oğur utuş. Dağayt dessin ki. Diyarxayt desir. Veşte zven dava güymiş xusun, soğ usquam xalxayt. Dukwa zajmudin. Xun puri duatta muvarha. Hay xaldiyeti. Izbalx boş daçi etti da aldalara. Haş duatsır nistınlik. Bokkol kezik edir Allah'tın kız. Dogmuxuş vız. Dünyada atsu. Tsqahalxa keçevi. Soğut ehal. زجمودي دقوا كيزك صبر ديال صحن زوالبا يزدي صدق يقحو شوف أنا بوزيم يقف هذا ما يقف مخك ناس يقف حتى عم تسوق بواش بيوز وخصوصا زي حاج دوستي هذا الشعب أنا وسيس كده أنت تزبوز ده هو يخاوخ تركع بنسات نفسي وانقذ حال حسب بيه يسقط يخسر يا انا ادعو الله وشي سبت يا معاش كده والواقع قدام هاي داور هاي دقات حسوا سيطر شو عبس عفريه ضيي هاي داور هاي دقات بقى يزق خلاص ده يعني سكرت نبات يقول مش بودرس بس شيء ياغورت قصدي هذا تشوف عاشي منو قصدي عدو بيش خذ فيه سبيت بوز ده سيور سبيت يا هاي بوز فرق يزدي حبيبي عندي جواب دي بليش يسكرت دي سوي
صارمك نسوي بعدين صار البربر يا بياخذ مو بقي يوكي ياكل حكي يا صديقي والله ادخل يا غازي زبي ولا لا انا مش تروح اسحبي يا ولي عادي يا خالي يا حبيبي توب سيدو اسمي يحكي حيت الغار حيت يضرب وجهي سموش وقت اخي لا ها يا زياد يا زياد حبيب حبيب انا بدي كيزايسون في حاجه بوصل دي شيء تبع عمري تروح تصدق يسمع خوتا بقى 12 أربوش ما هوش ده دقيقة كوش يا غارسة مواقف لن تشوفوا ده بتفوز بناتك شنو هذا دي عليها ولا عليها وش لن تشوف لن تشوف يلا أزمن ده لن تشوف يلا تشوفوا بوس نقول لك ساسلوا على الله يا لنتش بدي نمتحنا شو استشفانات عشان تاخذوها عشان توصل أدوات علم تعقل وزمر توصل خليش يا مش بحثة بس بتوار ذاتنا إيه خلاص يا رمتم فقط تخيط يلا يا خلاص اسمك وسكني وضع وبرحة حوري باطل عشان حتى تعرف تسكح على عسكر عليه ما يسر ميجار كيلو ما خلاص مش تيامر بس الحق كيف شو خاطر حين يجي تيزي ايه حط السياح حط الكبير حط الكيسان يا ايتي غير مو امانوش شو الناس تغيرش ها الله أكبر كيف شو وقت أتاك يسقط دكتور ضياع فدرت فديك دين نروح الشيء جوا مع الحجمة عشان بيحكوا وقت يخون برسوتي يسكن عن حياتي يسر تعرفين يخي وحاجة هو شبه تعبوش بورس اسم معكو تريز ودبر يا أخي مختيزة مرتضى قالوا تسوق شو صار يحكوا بنفسه جنيس ملياني يا لك سكون وقت حدثوني يسر زيادة يانا يا حسيس شو كذا شو تحتاوش الوخ بيت الصعاب موديش شو كسر شحال كم مخيت وش تفهمني لك يا ولد يا سطر وده تحتين يا يوم شيور والله بيش بزو يسجات يوم ولا بو صور بو خيال شخص سايش تخيل شخص سايش دكتور كيفوك خبر لو كسيني يستخدم يسمن ما هو كسيني حاسكي ترسو كي ترسو شيدول شخ تحاولي أدعاق سيدي الشيدول وشتيبا عاو يجي داتنا زي حنبا عصر قربال ينك فرت البان والله ما بزيادة ها اسرق ينيا يستخدم شوها تحبين موقعها أصبر سحبني وخاها أصبر سحبني وخاها قبر هاي تديش وليش عن بوقي سمعتي يا تاشاندي شي دايش سابوش يرتي بوغر سي دقل ياسي دي جوار هكا زايدة فعلا السنة عنديش ياسي مش عنديش ياسي دو ياسي دي شي شخم ناس السجن قداسة سموه كيك يخسر وطن شيلو مش حقيقة يا خاطر وش ترفع هي ترسوك خبز العكاش ويا ريحة وش ترفع وش ترفع ينيات هي ينيات ايوه ولي يتحن دق دول يا اخواني دمي دق دول يا
Ну что ж, дорогие друзья, как говорят, классика на все времена. Народные артисты республики Ахмед Евлоев и Адам Бузуртанов. Ваши аплодисменты. Спасибо, уважаемые коллеги. Бог деркет и робшен эслан, дал яхту бахшен дикшаман де. Дал риаз халшон баркус. Дорогие друзья, мы приглашаем на сцену представителей Дома культуры сельского поселения Мужичи в лице художественного руководителя Балхоевой Риты. Пожалуйста. Дади Калчин Масне. Я, в свою очередь, от себя и от всего коллектива Дома культуры Мужичи хотела бы поздравить вас с этим праздником. Мы искренне поздравляем вас с этим праздником, с этим юбилеем. Желаем вам успехов, удачи и процветания. Хотелось бы сказать отдельное спасибо людям, которые нас всегда поддерживали и поддерживают. Это директору Дома народного творчества Газиеву Беслану Багаудиновича и Асе Магомедовне Абдурзаковой. Спасибо вам за все, что вы для нас делаете. Баркалшан, Делряс Халсахалч. Приказ номер 43 от 18 октября сего года о награждении за большой вклад в пропаганду, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества и в связи с празднованием 25-летия образования Республиканского дома народного творчества приказываю наградить почетными грамотами Республиканского дома народного творчества следующих работников: Аушева Мусу Ахметовича. Мои коллеги, а мы повеселее поаплодируем. Почетной грамотой и именным подарком награждается Аушева Мадина Мусаевна. Баркал Халчан, Делряс Халшан. Так, на сцену приглашаются представители культурно-досугового центра Малгобекского района в лице Тариевой Тамары. Пожалуйста. С праздником всех, коллеги! От имени дирекции культурно-досугового центра Малгобекского муниципального района и творческого коллектива хочу выразить слова благодарности и поздравительная речь. Уважаемый Беслан Багаудинович, сердечно поздравляем вас и в вашем лице коллектив Республиканского дома народного творчества со знаменательной датой 25-летия. За годы своего существования Республиканский дом народного творчества внес большой вклад в развитие культуры и искусства нашей республики. Свои силы и энергию вы посвятили пропаганде традиционной народной культуры.
И все эти годы старались не только трепетно хранить ее традиции, извините, я просто волнуюсь, но и активно внедрять их в общественную жизнь. Проводимые вами фестивали и конкурсы внесли огромный вклад в формирование единого культурного пространства региона. Благодаря целеустремленности, огромной созидательной энергии, творческому поиску, высокому профессионализму, умению бережно хранить заложенные традиции, ваш коллектив неизменно добивается успехов в осуществлении самых смелых планов и идей. В этот праздничный день от всей души желаем крепкого здоровья, счастья, радости, добра, неиссякаемого энтузиазма, вдохновения, благополучия и дальнейшего процветания. С уважением, дирекция и творческий коллектив культурно-досугового центра Малгобекского муниципального района. На сцену приглашаются представители культурно-досугового центра город Малгобек в лице художественного руководителя Мадины Байсахаровой. Уважаемый Беслан Багаудинович, уважаемые коллеги, дирекции и творческий коллектив культурно-досугового центра город Малгобек искренне поздравляет вас и коллектив РДНТ с юбилеем. Желаю вам постоянно совершенствовать энтузиазмом, искать и воплощать свои потрясающие идеи, превращать задуманные шедевры. Просветительский характер вашей деятельности несут в себе свет, любовь и красоту, приумножает культурное наследие народов. Желаем вам благодарных усилий вашего труда, неиссякаемой вдохновения, творческой энергии, грандиозных достижений, морального удовлетворения от полученных результатов. Пусть ваш труд будет достойно вознагражден и заслуги не останутся незамеченными. Примите пожелания крепкого здоровья, вдохновения, творческой пусть и новых достижений, мирного неба, всеобщего согласия и личное счастье. С уважением, директор культурно-досугового центра город Малгобек Магомед Уматгариевич Газдиев. И примите наш скромный подарок. Дальше борт бойвен, далде алдойвен массу. Парный танец исполняют солисты хореографического ансамбля танца «Таргим» Амина Тимурзиева и Бейсер Цицкиев.
аплодисменты солистам ансамбля «Танцы Тергем». С праздничным поздравлением, дорогие друзья, вас приветствует заслуженный артист республики, солист Государственной филармонии имени Ахмеда Хамхоева Адам Аздоев. Дорогие друзья, как известно, основой духовности народа является любовь к своему родному языку, традициям, обычаям, истории, к отчему дому. Это корни, способствующие в дальнейшем воспитанию таких качеств, как гуманизм, патриотизм и толерантность. Нам сообща удалось вернуть в практику проведения республиканских семинаров-практикумов с участием представителей законодательной и исполнительной ветвей власти, духовенства, общественности, учащейся молодежи и жителей населенных пунктов. На сегодняшний день семинары, практикумы для руководителей творческих коллективов Домов культуры – это единственная возможность повышения своего профессионального уровня, возможность услышать мнение коллег. Так, за 2019 год были проведены республиканские семинары, практикумы по эстетическому, духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения по следующей тематике. Традиции и обычаи, наши истоки, Дом культуры сельского поселения Киюрт, школа Адатов, Сунжинский районный дом культуры, Галгай Их Эздилгулук, Дом культуры сельского поселения Троицкая, Вэй Дей
Хозгулкыш, филиал Дома культуры сельского поселения Плиева. По гражданско-патриотическому направлению к 25-летию депортации 92 года Дом культуры сельского поселения Пседах, к 75-й годовщине депортации ингушского народа в Казахстан и в Среднюю Азию, февраль 44-го, Дом культуры сельского поселения Сагапши. Язык, мудрец народа моего, к 108-й годовщине со дня рождения и 25-летию со дня смерти патриарха ингушской литературы Идриса Муртузовича Базоркина, Дом культуры сельского поселения Алхасты, служение Родине свято, призывная кампания 2018-19, Дом культуры сельского поселения Нестеровская, к Дню защитника Отечества, герои, как и подвиги бессмертные, герои России, уроженец сельского поселения Галашки Шервани Устраханович Костоев, Дом культуры сельского поселения Галашки, к столетию Далаковского боя. Кто помнит, тот не знает поражения, кто помнит, тот без памятных сильней. Дом культуры сельского поселения Кантышева. По духовно-нравственному воспитанию в рамках Международного дня музыки. Без музыки не проживу и дня. Культурно-досуговый центр город Малгобек. К Международному дню родного языка и литературы Нянмот. Дом культуры сельского поселения Инарки. Литературная музыкальная композиция, посвященная творчеству, поэту, прозаику Алису Хажигульгову. «Остановись, мгновенье, ты прекрасна», Дом культуры сельского поселения Яндари. В рамках года театра учителя и ученики к 40-летию выпуска ингушской студии класс народного артиста Советского Союза Василия Васильевича Меркурьева и заслуженного деятеля искусств Чечено-Ингушской ССР Ирины Всеволодовны Мейерхольд-Меркурьевой, Назрановский районный дом культуры. К Международному дню танца «О танец, ты великое творение», Карабулакский городской дом культуры. Творческая встреча «Мир музыки» с заслуженным работником культуры Российской Федерации, членом Союза композиторов России Фаризой Магомедовной Шадыжевой. По профилактике наркомании тематический вечер «Колесо жизни», Дом культуры сельского поселения Мужичи совместно с творческим коллективом Сунжинского районного дома культуры. На протяжении многих лет творческие коллективы культурно-досуговых учреждений проводят отчетные концерты. Так, концерты о творческой деятельности были проведены следующими домами культуры: Пседах, Инарки, Мужичи, Нестеровская, Троицкая, Назрановский, Алхасты. Творческие коллективы Сунжинского районного дома культуры приняли активное участие во всех мероприятиях Сунжинского муниципального района. Сегодня на базе районного республиканского дома народного творчества успешно работают хореографический ансамбль «Асса», кружки декоративно-прикладного искусства, кружок войлочное ковроделие «Истин», руководитель Зейнеп Зарахова и мастер декоративно-прикладного искусства Юсуп Цуров. Вот таковы сегодняшние наши творческие успехи. Но я думаю, мы продолжим эту потрясающую традицию, потому что план мероприятий у нас обширен, и мы должны привлекать как можно больше подрастающее поколение к нашей истории, культуре и традициям. А сейчас встречайте народный артист республики Алихан Тимурзиев, «Кавказские мелодии».
вас приветствует заслуженная артистка республики Заира Алхоева. Дади кылчын массинер везендел марша доалчы. Аз дикчер диакл дуцт апхушукачерс. Ирис яхту бырт бизм иман мешилдвей везендел. Могу же мяш дахалдвей. Вайтихину дал дил долдвей. Синач ара. Ну что ж, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я думаю, будет правомерно, если мы предоставим слово нашим молодым руководителям. Как вы на это смотрите? Деликатно. Итак, я предоставляю слово директору Дома культуры сельского поселения Али-Юрт Ганижевой Мадине Аюповне. Пожалуйста. Дади Калчин, добрый день, уважаемые коллеги. На меня возложена сегодня важная миссия – поздравить вас от нашей дружной команды, которая сидит вот в третьем ряду. Это директора Домов культуры Назрановского района и от всех представителей сферы культуры Назрановского района. Давайте поддержим. С юбилейной датой вас, уважаемый Беслан Багаудинович. На протяжении многих лет
Дому народного творчества Республики Ингушетия удается сохранять за собой без преувеличения право называться ведущим культурно-досуговым центром республики. В этом вообще большая заслуга, конечно же, вашей сплоченной команды. И, конечно же, вас, руководителя Беслан Багаудинович, это ваша заслуга. Важно отметить, что просветительский характер вашей деятельности несет в себе свет, любовь и красоту и приумножает культурное наследие. Мы желаем вам постоянно совершенствоваться, с энтузиазмом искать и воплощать свои потрясающие идеи, превращать задуманное в шедевры. Желаем благодарных ценителей вашего труда, неиссякаемого вдохновения, мощной творческой энергии, грандиозных достижений, морального удовлетворения от полученных результатов. У Булата Акуджавы есть такие замечательные строки. Вселенский опыт говорит, что погибают царства не от того, что тяжек быт или страшны мытарства, а погибают от того, и тем сложнее, чем дальше, что люди царства своего не уважают больше. И я желаю всем нам, чтобы мы уважали, образно говоря, наше царство. Не только уважали, но и сохраняли, берегли то, что у нас есть, то, что до нас донесли наши деды, наши прадеды. И мы, представители сферы культуры, это должны делать, потому что не делая этого, мы будем, я думаю, что это будет кощунством, потому что у нас очень богатое культурное наследие, неповторимая самобытность, национальная идентичность. Дальше борца Богвей, да, камон я, камон си, лаклати, да, эту бакалды. Но лучше ваш подарочек, Беслан Багаудинович, имеется в виду Дома народного творчества, это мы, Дома культуры, а презент вы уже получили. Все. Да, это Баковичу. Я же права? Мы же, это лучший подарочек ваш. Ну все, вот так вот. Спасибо за поддержку, за понимание. Еще раз вам успехов в вашей работе. Ваши аплодисменты, конечно, дорогие друзья. Наши дома культуры. Вы знаете, вот открылись наши дома культуры, пускай будет не в обиду нашим стареньким домам культуры, но это наши жемчужины, которые сейчас открылись, новые дома культуры. И, конечно, мы вами очень дорожим. Баркалшан, Ну что ж, мои дорогие друзья, я думаю, уважаемые коллеги, я думаю, будет правомерно, если первую часть нашего мероприятия мы завершим словами, высказыванием великого гражданина России Дмитрия Лихачева. Не должно быть глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных прошлому. Так последуем и мы этому великому завету, сохраним свою национальную культуру, свои традиции, обычаи, в основе которых лежат глубочайшие этические, эстетические, духовно-нравственные и гражданско-патриотические ценности. Это все в наших руках, чтобы наше подрастающее поколение было в этой тематике. А сейчас на сцене лауреат многих международных, межрегиональных, региональных и республиканских фестивалей и конкурсов хореографический ансамбль «Таргим», Карабулакский городской дом культуры, художественный руководитель Адам Беков, хореографическая композиция «Соревнования».
сцену лауреата республиканских фестивалей, конкурсов Амину Албакову. Встречаем с песней «Аманку». Амина Албакова вас поздравляла. Поаплодируем, девочки. Ну что ж, как говорят, всему есть начало и всему есть конец, мои дорогие друзья. И вот сейчас мы начинаем официальную церемонию награждения. Мы приглашаем на сцену помощника министра культуры и архивного дела Республики Ингушетия Мистоева Руслана Алиевича. Как говорят в народе, по труду и честь. Спасибо вам за труд. И самое приятное сегодня. Салам алейкум. Уважаемый Беслан Багаудинович, позвольте мне от имени министра культуры Дзейтова Тимерлана Магомед-Киреевича, в связи с объективным причинам он не смог сегодня прийти сюда, но просил извиниться за него. От Министерства культуры, от всех работников министерства и от себя лично поздравить вас с этим юбилеем, юбилеем учреждения. Дому народного творчества сегодня 25 лет. За 25 лет существования своего Дом народного творчества
сделал много позитивного по возрождению фольклора, много интересных мероприятий провело. Сделано всего хорошего, много было показано здесь, я не буду сейчас повторяться. Я желаю вам всего самого наилучшего, счастья в работе, чтобы у вас все было хорошо, чтобы дальше вы продолжали так же, как и продолжаете. Всего хорошего вам. Дал яхту Бахалшин. Конечно же, руководство нашей республики не оставило без внимания вашу работу. Мои дорогие друзья, мне предоставлена честь огласить все официальные документы. Но я очень счастлива, что могу вас так поздравить. Распоряжение за многолетний добросовестный труд и в связи с 25-летием создания Республиканского дома народного творчества наградить почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия Ювлоева Юсупа Ахметовича, директора Дома культуры сельского поселения Нестеровская. Руслан, вот сюда подсуньте, пожалуйста. Почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия награждается Тимурзиев Алихан Алаудинович, концертмейстер детского хореографического ансамбля АССА Республиканского дома народного творчества. Почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия награждается Горчханова Мариат Халитовна, директор Дома культуры сельского поселения Плиева. Ну, приятный церемониал, а мы поаплодируем вместе. Почетной грамотой Народного собрания награждается Тариева Тамара Закриевна, художественный руководитель культурно-досугового центра Малгобекского района. Малгобек, что-то вас плохо сегодня слышно. Почетной грамотой Народного собрания Республики Ингушетия награждается Аздоев Адам Ибрагимович, даулист Дома культуры сельского поселения Плиева. Пожалуйста, предоставляется слово. Ассаламу алейкум, добрый день, дорогие коллеги, все присутствующие. Беслан Багаудинович, многое сказано нашими коллегами, я только присоединяюсь к ему сказанному. Аллаху дал яхту бакулбе. Сегодня вами проделана очень большая работа в сохранении наших традиций, обычаев, устоев ингушского народа. За это вам огромная благодарность. Мы, творческие коллективы сельского поселения, Дом культуры сельского поселения Нестеровская, также вспомогательный технический состав нашего Дворца культуры, мы вам принесли такой небольшой подарок, картина, которая ассоциирует с собой. Это, поднимите, пожалуйста, Беслан Багаудинович. Это вашему Дому народного творчества, всему творческому коллективу, технически вспомогательному составу. Эта картина, я буквально минуточку вас займу, это вершины гор, без которых сегодня не может существовать наша республика. А вот это прекрасное создание, которое несет в себе силу, мудрость, скорость и быстроту. Дай Аллах, чтобы наша республика сегодня достигала все вершины с такой скоростью, как у этих прекрасных созданий. Аллаху дал яхту бахлубе, барца абал. Распоряжение правительства Республики Ингушетия за многолетний добросовестный труд, плодотворную работу и в связи с празднованием 25-летия образования Республиканского дома народного творчества наградить почетной грамотой правительства Республики Ингушетия Аушеву Захират Закриевну, художественного руководителя Дома культуры сельского поселения Нестеровская. Почетной грамотой награждается
Бокова Заритхан Магомед-Гиреевна, директор Дома культуры сельского поселения Алхасты. Повеселей, мои дорогие друзья! Почетной грамотой правительства Республики Ингушетия награждается Миржоева Любовь Хаджимуратовна, балетмейстер Сунжинского районного дворца культуры. Почетной грамотой правительства Республики Ингушетия награждается Мутеев Салаот Мухамбекович, концертмейстер культурно-досугового центра Малгобекского района. Почетной грамотой правительства Республики Ингушетия награждается Чербижев Аслан Магометович, звукооператор Дома культуры сельского поселения Нестеровская. Приказ Министерства культуры и архивного отдела Республики Ингушетия о награждении за большой вклад в пропаганду, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества и в связи с празднованием 25-летия образования Республиканского дома народного творчества приказываю наградить почетными грамотами Министерства культуры и архивного отдела Республики Ингушетия следующих работников Домов культуры Республики Ингушетия: Балаеву Мадину Багаудиновну, директора Дома культуры сельского поселения Галашки. Почетной грамотой Министерства культуры награждается Дакиев Тагир Курейшевич, балетмейстер Дома культуры сельского поселения Нестеровская. Почетной грамотой Министерства культуры и архивного отдела Республики Ингушетия награждается Дахкильгов Заурбек Алаудинович, художественный руководитель детского хореографического ансамбля «Зори Ингушетия», культурно-досуговый центр город Малгобек. Почетной грамотой награждается Бакаева Фатима Салмановна, директор Дома культуры сельского поселения Яндере. Почетной грамотой Министерства культуры и архивного отдела награждается Кадзоев Руслан Алиханович, балетмейстер Дома культуры сельского поселения Кантышева. Есть? Почетной грамотой Министерства культуры и архивного отдела Республики Ингушетия награждается Добриева Розета Асхабовна, художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Кантышева. Почетной грамотой награждается Ужахов Магомед Русланович, балетмейстер Дома культуры сельского поселения Троицкая. Марит Барахоева заберет. Но мы поаплодируем Марит. Так. Почетной грамотой Министерства культуры и архивного отдела награждается Миржоева Зоя Саварбековна, хормейстер Дома культуры сельского поселения Инарки. Представителей Малгобекского района мы просим забрать почетную грамоту. Приказ Республиканского дома народного творчества о награждении за большой вклад в пропаганду, сохранение и развитие самодеятельного народного творчества и в связи с празднованием 25-летия образования Республиканского дома народного творчества приказываю наградить почетными грамотами Республиканского дома народного творчества следующих работников: Далакову Фатиму Магомед Салиевну. Ну, Фатима, повеселей, мы аплодируем нашей бывшей коллеге, которая многие годы работала вместе с нами.
Награждается Олегова Роза Алаудиновна. Есть? Ну, поаплодируем нашей Розе Алаудиновне, которая многие-многие года радовала нас. Вот. Старшее поколение. Спасибо. Награждается Котеева Маулхан Мусаевна. Примите наши грамоты и ценные подарки. В знак уважения и признания вашего труда. Награждается Цычоев Халид Бесланович. Халид Вихов. Халид, Фатима, вы куда? Туда. Туда. Сегодня туда. Туда. Дальше. Награждается почетной грамотой Зарахова Зейнеп Магомед Тагировна, руководитель кружка «Истинг». Награждается Суров Юсуф Хасамбекович, руководитель декоративно-прикладного искусства. Пожалуйста, ваши аплодисменты. Награждается Котеева Марем Магомедовна, методист Республиканского дома народного творчества. Давайте. Так, награждается Тумгоева Зульфия Магомедовна, методист районного Республиканского дома народного творчества. Ну, давайте туда. Почетной грамотой награждается Мазиева Лейла Микаиловна. Лейла вот идет. Вот Лейла. Почетной грамотой награждается Матеева Ашат Алиевна, директор Сунжинского районного дома культуры. Награждается Цицкиева Тамара Умаровна, директор Дома культуры сельского поселения Джейра. Так, награждается Есеева Лоля Бетерсултановна, методист Дома культуры сельского поселения Инарки. Есть? Ну, сегодня на подиуме. Награждается почетной грамотой Илиева Зина Асламбековна, концертмейстер Карабулакского городского дома культуры. Награждается Итазов Осман Салиевич, художественный руководитель хореографического ансамбля «Ломан ОС», Дом культуры сельского поселения Мужичи. А это Риточка возьмет. Так, награждается Мальсагов Ахмед Уматгиреевич, режиссер Сунжинского районного дома культуры. Да. Награждается Костоев Микаил Абу-Муслимович, концертмейстер хореографического ансамбля «Яндере». Фатима, заберите, если. Да. Награждается почетной грамотой Бальсахарова Мадина Цинцаевна, руководитель вокальной группы «Ломан ОС», культурно-досуговый центр, город Малгобек. Почетной грамотой награждается Аветисов Вано Аникоевич, концертмейстер культурно-досугового центра, город Малгобек. Награждается Добриева Розета Асхабовна, художественный руководитель Дом культуры сельского поселения Кантышева. Да. Награждается Бакаева Фатима Салмановна, директор Дома культуры сельского поселения Яндере. Бакаева. Награждается Балаева Мадина Багаудиновна, директор Дома культуры сельского поселения Галашки. Награждается почетной грамотой Ханиева Марета Алиевна, художественный руководитель Дома культуры сельского поселения Новый Редант.
дипломом межрегиональной выставки художественного творчества «Мастеровая», проходившая в городе Махачкале, награждается Цуров Юсуп Казамбекович. Дорогие друзья, сегодня на нашем празднестве присутствует сын Абуизита Идаевича, Магомед Абуизитович. Сын Мислаурова Абуизита Идаевича. Мы приглашаем вас на сцену. Да. Ну что мы можем сказать? В наших сердцах этот потрясающий руководитель остался светлым, добрым, талантливым и высоким профессионалом. Пожалуйста, вам слово. Вы знаете, дорогие друзья, я уже это в ролике озвучил. Это был удивительный человек, Абуизит Идаевич, удивительного терпения, удивительного такого этикета, удивительного уважительного отношения к людям. Вот сколько я его знал, да, я ни разу не видел, чтобы он на кого-то повысил голос, либо на работника, либо на друга, либо на младшего, на старшего. Это был уникальнейший человек, это был человек просто, слов не хватает объяснить, насколько он был вежлив, насколько он был с людьми обходителен. Я многое вот хотел у него взять, перенять у него в характере. Это был удивительный человек. Он был моим братом. Не то, что старшим братом, я его даже отцом иногда считал. Магомед, нам очень приятно, что ты сегодня к нам пришел в гости. У меня такое ощущение, как будто я сегодня вижу Абуизита Идаевича, очень похож. Ну что ж, мои дорогие друзья, с пожеланиями добра, мира, всех земных благ, ярких и самых счастливых дней на долгие-долгие лета и творческого долголетия всем нашим домам культуры. И завершает наше поздравление директор Дома культуры сельского поселения Галашки Мадина Балаева. Пожалуйста. Дядя Крошин Масне. Я поздравляю с 25-летием Беслана Багаудиновича, Асю Абдурзакову и такой небольшой скромный подарок от нас, от всего коллектива Дома культуры Галашки. Баркал. Ну, все эти цветы в ваш адрес, мои дорогие. Представьте, что они благоухают. Ну что ж, вот на этом потрясающей ноте радости, добра мы и услышим потрясающую песню в исполнении Розы Ахциевой. И споем вместе. А потом фотосессия.
Настя Арцхоевна, пожалуйста, поднимитесь на сцену.